При поддержке проекта «ЮСАИД Агро-Сода» общественное объединение «Фонд развития предпринимательства среди женщин» «She-Stars» организовало первое мероприятие «Мастерскую навыков» в рамках проекта «Женщины и молодежь в сельском хозяйстве Агро-АИМ Агро-Джаштар» с целью укрепления потенциала и навыков в области предпринимательства и цифровой грамотности у 70 женщин и молодых предпринимателей, занимающихся бизнесом в сельскохозяйственном секторе. В городе Ош собрались участники проекта на мастерской навыков с 19 по 21 июня. Енді сіздердің мына бүгін өткөріп жатқан мероприятиеңіздер бұл жақсы нәрсе. Айымдар, айыл шаруасында, аграда, жаштар чоғылып бір сөйлесіп қалайын деген екенсіздер, бұл жақсы нәрсе. Енді біздің қыз келіндер дүние жүзіне ата-аңыздар шықты, киім тігу бойынша, тикмечілік бойынша, қол өндірушілік бойынша. Азыр Кыргызстанда сіздердің қолыңыздардан жасалған бұйымдардың барлығын жақсы біліп қалышты. Чоң бұндай Кыргызстандың өзінің брендімен шығып жатқан киімдер дағы көбейді. Сегодня нас пригласили проект She-Stars для проведения тренинга по бизнес-модели Canvas для Агро-АИМ Агро-Джаштар, для проекта с целью увеличения навыков по предпринимательству среди женщин, которые занимаются агробизнесом, для женщин-предпринимателей и для молодежи-предпринимателей. У них уже есть опыт по растениеводству, по садоводству, по животноводству. Нужно планировать свой бизнес, анализировать в частности, да, то есть чем нужно заниматься, каким направлением, кто основные клиенты, откуда должны быть доходы, какие предполагаются расходы, то есть включая все эти основные моменты, то есть мы используем данные не только Canvas, да, в целом это и есть бизнес-план. Это проект, который рассчитан на поддержку инициатив в сельском хозяйстве женщин и молодежи. И я думаю, что это очень важная инициатива. И важно, чтобы именно эта категория тоже активно вовлекалась в экономическую деятельность, и она могла быть такой финансово независимой, да? Потому что это, можно сказать, будущее. И молодежь и женщины, они всегда могут что-то так нестандартно посмотреть на ситуацию, могут дать какие-то нестандартные решения, которые как раз-таки интересны в 21 веке. Теперь мы поговорим о том, как продавать ваш продукт. Именно, как я говорила, кооперативы. Хорошее решение по всему миру. Получается, фермеры собираются в группу по определенному товару, например, это молочка, овощи, мясо, или, например, яблоки, как я говорила, в Иркутской области. Они собираются и формируют кооператив определенный. Да, получается, электронная коммерция очень важна для сельского хозяйства, потому что это очень такой хороший инструмент, чтобы рассказать о своей продукции, заявить ее миру гораздо дальше, чем локальный рынок, гораздо дальше, чем ближайший базар или магазин. То есть интернет нам дает возможность достигнуть гораздо дальших расстояний и дать возможность большим людям узнать про нашу продукцию. Кыргызстан ичинде товарыбызды кандай чыгарабыз, даже чет мамлекеттерге кандай өткөрөбүз, ошол жөнүндө кеңири бизге маалымат берди. Коммерциянын, ошол бизнестин электрондук варианты менен кантип дүйнө жүзүнө, кантип Кыргызстан өзүбүздүн региондорго кантип сата алабыз, кантип реклама кылабыз. Ушулар жөнүндө көп жакшы нерселерди алдым деп ойлойм. Сиздерге пайдалуу бизнесмендер
учурашпасыңар. Мана сизде бир 3 мүнөттүк 5 мүнөт вакытыңыз барбы? Эртең сразу эле көзүңөр калып көрсөтсөңөр болот. Сүрөттөрүңөрдү, бактарыңарды. Третий день мы полностью направили на нетворкинг, потому что сегодня для предпринимателей, особенно для женщин и молодежи, очень сложно продвигать свои интересы, находить партнеров, инвесторов, так как есть ряд ограничений, барьеров в нашем обществе. Если даже взять простой пример, то членами во многих крупных бизнес-ассоциациях являются в основном мужчины, а молодежь и женщины не представлены. И также многие исследования в мире показывают важность нетворкинга и обучения навыкам, умения выстраивать партнерство. 2014 жылы Алайкул компания негизделген, бирок негизги 1995 жылы деп биз өзүбүзчө эсептейбиз. Себеби биздин бизнес Алайкул деген осого чейин мурдагы бизнестерибиз бар эле 95 жылы алган. Жыл сайын ойма деген фестиваль өткөрүп келет Бишкек шаарында. Ана чемпионатта болот, ал эл аралык деңгээлде болгондугу үчүн ал жакта катышып, ал жакта жанагындай контакттарды алышып, анан ал жака дагы сатканга мүмкүнчүлүк аябай чоң. Ишкерлерге, жаңы мүчө болом деген ишкерлерге тандоодо өзүбүз калтырабыз. Анан ошо 3 категорияга жараша кызматтар бар. Каалаган ишке, каалаган категорияга кирип, өзүнүн кайсы кызматтар керек, анан канча сумма төлөй алам деген суроого жооп берип анан тандайт. Биздин долбоор Кыргызстандагы элдин көпчүлүк бөлүгүн түзгөн аялдарды жана жаштарды ишкерликке тартуу жана турмушун жакшыртууга багытталат. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдар ишкерликти активдүү өздөштүргөнү байкалууда. Бул социалдык коомдун өнүгүүсүнүн негизги түркүгү болуп берет. Получается бизнес «Золотая коза», который мы выпускаем пряники. Эти пряники, получается, уникальны тем, что мы туда добавляем оригинальные 100% продукты. Они очень такие органические продукты из козьего молока делаются. У нас, получается, есть маленькая ферма, где мы сами держим коз. И в дальнейшем, конечно, мы хотим развиваться, потому что сейчас у нас мало, не хватает каких-то средств, чтобы идти вперед. И после вот этих тренингов у нас уже есть представление, как идти дальше, и уже дальнейшие планы у нас появились. Видишь интересных людей, как у них идет работа, которые достигли уже многого. В будущем, моя дочь тоже, она еще молодая тоже, что я смогу это сделать, и она будет моя помощница. В дальнейшем она возьмет это из моих рук, мне кажется, и будет дальше продолжение. May the always be sisters, may the always be we